Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас аномальная жара. 39-40 градусов. Такого у нас давно не было. Все и в огороде, и палисадники, все сохнет. Очень жалко саженцев, скотину, людей. Но спасаем как сможем. Так сохнут цветочки, мне их очень жаль. Самое главное дело не в цветочках. Эта жара действует на организм человека. Многим надо при такой жаре помощь оказывать. У кого давление, у кого астма, у кого еще что-то. Мне таких людей очень жалко. Таким людям трудно оказывать помощь. Где-то пожары, где-то цунами, водопад, где-то война. Самое страшное. У нас, слава богу, пусть жара будет, зато мир, нет цунами, нет наводнений. Это временное явление. Все пройдет, дело идет к осени, все будет хорошо. Сейчас немножко жара спала, и мы вышли немножко дышать свежим воздухом. Целыми днями мы сидим дома. Я не успеваю воды наливать уткам, цыплятам. Мне их очень жалко. Я сейчас рыхлю под саженцами, чтобы саженцы могли дышать, убрать ненужных высохших трав. А вторую помощь саженцам, нашим красивым цветочкам, оказывает Минзаля. Многие спрашивают, куда делась ваша сестра. Вернее, сестренка. Старшая сестра тоже ее ждет, хочет побыть с ней, поговорить, пожить с ней вместе. Вот она гостила у старшей сестры уже второй раз. Она не успела приехать вчера. Уже сестра сегодня старшая звонит, что скучает, что плохо без нее, что уже ничего не хочет кушать, только пьет чай и кушает огурцы и помидорчиков. А так, когда Маша была, старалась готовить вкусности и угощать вместе чай пить. А вы знаете, как приятно за столом с родственниками. Сидишь, чай пьешь, минаешь, спрашиваешь о здоровье. Старшие дают нам советы, но иногда и мы даем старшей сестре советы. Всякое бывает. Маша жива-здорова, получает лечение. Завтра идем в паспортный стол, продлим прописку еще на месяц. Так-то иностранцам разрешается прописываться только на 3 месяца, а из-за пандемии продлевает еще на 1 месяц. Прописка будет у нас до 30 сентября. Ну, конечно, Минзаля собирается домой, скучает по детям, по родственникам. Все-таки она жила в Узбекистане, в городе Наваи, 38 лет. Это очень долго. Она привыкла. Ну, каждому хочется жить своей семьей. Хочется, чтобы были рядом близкие люди, особенно дети, внуки. Ну, короче, семья. Вот наша Минзаля. Это она привезла жару. Здравствуйте. Она поливает, она мне помогает. Я рыхлила, она поет водой всех красивых цветочков. Без дела не сидит, старается чем-то помочь. Ты что нам такую жару привезла? Скоро заберу с собой в Узбекистан. Зато лето увидели. Да, лето увидели мы, аномальную жару мы увидели. А нам всегда там жарко. Ну, у вас, наверное, дожди бывают. Редко. Летом вообще почти не бывает. Ой, до скольких градусов у вас бывает жара? Ой, 50. Ужас. Ну, мы привыкли. Здесь влажный климат, а там сухой. Мгм. Поэтому Недаром ты говоришь всегда, я когда белье принесу, совсем-совсем высохшее. И ты мне говоришь, не высохло, белье влажное. да, мне кажется так. Как Всегда. только она приезжает, ей кажется всегда так. А потом она привыкает. Но тебе благодарят саженцы, цветочки? Да, конечно. Они так пить хотят. Да, пить хотят. Любит поливать цветы. Ну, поливай. Да, Домой хочешь? конечно. Скучаешь по детям? Да, сильно. Особенно по маленькому внуку, да? Да, Тимурчик. Тимурчик маленький. Давно я не щипала свои цветочки.
цветочки у меня отросли, надо отрезать. Я раньше жалела вот таких цветочков отрезать, а сейчас нисколько не жалею. Знаю, что через пару недель вырастет еще красивше. Кустики становятся пышными, и цветочки появятся здоровые и обильно. Вот какие цветочки красивые. Я смотрю, а семена-то нет. Вот и все. Столько цветочков я срезала. Растет у меня хоста. Неделю назад я срезала вот такую светлую петунию. И посмотрите, как пушисто растут листья и бутончики. Красивый цвет мадам Баттерфляй. У меня один кустик только, но мне нравится. Здесь у меня гвоздики растут. Вот еще кустарник у меня. Это тоже надо срезать. Беленькую тоже. Начинают цвести хризантемы. Роза темно-бордовая. Бутончики появляются. Этих красивых цветочек тоже надо срезать. Здесь надо будет под виноградом убирать засохшие листья. Дел полно. Просто днем никак невозможно работать. Скоро зацветут у меня розы. Вон столько бутончиков. Недавно только я их всех срезала. Вот какая красивая роза. И бутончики. Их много. Посмотрите, какая красота. Это астра. Вот этот цветок похож на подсолнух. Уже к вечеру тенечки свои лепестки закрывает. Созревают персики. Они у меня и оранжевые, и красные. Тоже обильно краснеют ягоды. Солнышко уже садится. Уже желтеют листья смородины. Потихоньку начинают желтеть листья картошки. Я хочу вот этих усиков взять и пересажу, где у меня свободные места есть. Я посадила очень редко, где принимались в прошлом году, где не принимались. Здесь тоже свеженьких посадила. Тоже вон у них усики есть. Потихоньку созревают. Все потихоньку растет. Слава Всевышнему. Ну и пора с вами прощаться. У меня дел очень много. Пойду дальше работать. Пока светло. Днем никак нельзя работать. Очень жарко. Желаю вам, мои хорошие, всем здоровья, удачи и много-много радостных дней. Всем пока-пока. До следующих встреч.